Галина Алексеевна, да, работает уже, возглавляет Союз 2008 года. Действительно, время летит быстро, уже прошло 15 лет, да, работает. И, конечно, за это время Галина Алексеевна внесла огромный вклад в развитие профессионального сообщества, журналистов. И вот ее профессиональный вклад, скажем так, заслуги перед республикой журналистикой, конечно, ни с кем не оспаривается и признается. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас всех за ежедневную работу. Еще раз повторюсь, она очень важна в это непростое время. Вот от вашей оперативности, достоверности информации, быстроты очень многое зависит. Я желаю вам удачи в этом таком непростом деле. Мы одна команда, мы работаем вместе на благо развития родной республики, родной страны. За вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд благодарность правительства Республики Саха-Якутия вручается Чкалевой Галине Алексеевне, председателю Союза журналистов Республики Саха-Якутия. Также Галине Алексеевне вручается почетная грамота Министерства инноваций, цифрового развития и информационных технологий Республики Саха-Якутия за многолетний плодотворный труд и значительный вклад в развитие журналистики. Спасибо большое за высокую оценку моей работы. Действительно, 15 лет – это очень много. 15 лет своей жизни я отдала, служила Ее Величеству журналистике. Конечно, в этом есть большая заслуга вас, моих коллег, всех членов правления, с которыми я работала в эти 15 лет. От имени правления Союза журналистов разрешите наградить Анатолия Скономовича нашим самым высоким, нашей самой высокой наградой, серебряной нагрудной медалью за вклад в якутскую журналистику. Разрешите Спасибо, неожиданно, но буду стараться оправдать это доверие. Спасибо большое. Почетным знаком за заслуги перед профессиональным сообществом награждается Агласова Валентина Николаевна, редактор отдела фонда радиовещания Национальной вещательной компании «Саха» за повышение социального авторитета российской журналистики. Норова Оксана Валентиновна, редактор-координатор ЕСИА, за повышение социального авторитета российской журналистики. Ахлыхова Юлия Николаевна, редактор первой категории газеты «РТ» Мегина Кандаларского УНУСа, за активную работу профессиональных журналистских организаций. Павлова Роза Олеговна, заместитель руководителя отдела государственной политики в области СМИ и печати Министерства инноваций, цифрового развития и информационных технологий Республики Саха-Якутия. Черня Лариса Владимировна, главный редактор справочника «Домострой.Якутия», за плодотворное сотрудничество с журналистскими организациями. Магаринская Елена Гавриловна, главный редактор Чуракчинской районной газеты «Самаор». Саха-Печать за заслуги перед профессиональным сообществом. Заслугами Союза журналистов России награждается Перемесова Елена Петровна, исполнительный продюсер Национальной вещательной компании «Саха» за плодотворное сотрудничество с профессиональными журналистскими организациями. Леонтьева Жанна Владимировна, редактор-консультант детского издательства «Верстиль» имени Мординова, за плодотворное сотрудничество с
профессиональными журналистскими организациями. Степанова Ольга Николаевна, шеф-редактор службы информационной политики ГДРК «Саха», за долголетнюю плодотворную работу в средствах массовой информации. Николаева Юлия Васильевна. Поздравляем коллегу молодую с вступлением в ряды Союза журналистов России. Поздравляем! Тарафой Гаврил Григорьевич, преподаватель, который обучает наших журналистов, кинологов. Спасибо большое, коллеги, за нашу работу. Октября 2022 года, как вы уже знаете, в Москве состоялся очередной 13-й съезд Союза журналистов России. И решением этого съезда впервые установлен единый размер вступительных и годовых членских взносов для физических лиц 2000 рублей. Указанные размеры взноса применяются уже с 1 января 2023 года. Также решением съезда региональным отделением Союза журналистов России было дано право предоставить льготы для своих членов. В связи с этим правлением региональной общественной организации было рекомендовано конференции сегодня предоставить льготу неработающим ветеранам в уплате членских взносов и снизить его размер на 50%, то есть 1000 рублей. Поэтому сегодня на ваше решение и утверждение 24-й конференции журналистов вношу предложение. Первое. Предоставить льготу неработающим ветеранам в уплате членских взносов и снизить его размер на 50% до 1000 рублей для неработающих ветеранов. Второе. Освободить от уплаты годовых членских взносов неработающих инвалидов первой группы и ветеранов старше 80 лет. Ставлю на голосование. Кто за это предложение, прошу проголосовать. Против? Против? Против есть? Воздержался? 1. Кто за то, чтобы избрать председателем регионального отделения Общероссийской общественной организации Союз журналистов России в Республике Саха-Якутия Маркова Олега Олеговича, прошу проголосовать мандатами. За. Кто против? Воздержался? 1. Протокол номер 4. Заседание счетной комиссии 24-й конференции регионального отделения Общероссийской общественной организации Союз журналистов России в Республике Саха-Якутия 7 апреля 2023 года.
слушали о результатах голосования по избранию председателя регионального отделения Общероссийской общественной организации Союз журналистов России в Республике Саха-Якутия. Принимают участие в работе конференции на момент избрания 50 делегатов. Кворум для принятия решения имеется. При открытом голосовании, при подсчете голосов установлены следующие результаты голосования. За 49 голосов, против 0, воздержался 1. Таким образом, получив большинство голосов делегатов, принимавших участие в конференции, при наличии кворума, председателем регионального отделения Общероссийской общественной организации Союз журналистов России в Республике Саха-Якутия решили избрать председателем регионального отделения Общероссийской общественной организации Союз журналистов России в Республике Саха-Якутия Маркова Олега Олеговича. Во-первых, я хочу поблагодарить Галину Алексеевну за проделанную огромную работу. И хочу сегодня поблагодарить всех коллег, которые поддержали мою кандидатуру и выбрали член правления. С членом правления мы встретимся буквально на днях. Ну и примем вместе решение, как дальше должен будет работать Союз журналистов. Спасибо. Все поставленные цели и задачи Союз журналистов, когда возглавляла Галина Алексеевна, все выполнила, можно сказать, и очень много было работы проведено, начиная поднятия статуса журналиста, да, и вплоть до их увековечивания, создания энциклопедии. Ну и самое главное — это налаживание связи с другими субъектами Российской Федерации, с коллегами и так далее, чтобы была связь. И Союз журналистов Республики в период правления Галины Алексеевны в течение 15 лет стала одним из лучших организаций общественных журналистов в России.